Ивановна, может, да? Кактус Медиа, Гулиза меня зовут. Такой вопрос. Вот Антонина продолжает выступать, и в том случае, если она, когда доберется, да, до рейтинга, получается, за пояс, да, и возможная ваша встреча, да, она же, насколько я помню, старше вас, уступите ли ей? Вот такой вопрос, да, если за пояс вдруг получится драться. Ну, в случае, если Антонина станет претенденткой номер один, я сохраню свой пояс, чемпионский пояс, такого боя не будет. Потому что я даже не знаю, как бы моя мама отреагировала на это. У нас у обеих, когда мы выходим в ринг, в октагон, у нас менталитет такой, что мы должны не просто наслаждаться боем, как сейчас это очень модно говорят, have fun, да, то есть, чтобы тебе прикольно было. Нет, для меня самое главное это победа. Победа, и не важно, что я должна сделать в бою, я всегда иду за победой. И поэтому как бы перед каждым боем я не выхожу, не улыбаюсь, не со всеми фанатами, которые ну вот когда в коридоре идешь напротив к бою. То есть у меня такого нет, потому что я очень сосредоточена именно на то, что я должна сделать. Так же, как и моя сестра Антонина, у нее такой же настрой перед боем. Поэтому я знаю, когда мы на тренировке, мы тренируемся, мы спаррингуемся в полную силу. Во-первых, это хорошо для нас обеих. Это как бы, я скажу, что когда я спаррингуюсь с Антониной, это один из моих самых сложных спарринг-партнеров, с которым я всегда должна искать что-то. То есть я не могу просто тренироваться, мне нужно все время находить правильные решения. И что касается сестра против сестры, я не считаю, что это правильно. Боя не будет, и вы не выйдете, или она не выйдет. А вы прям хотите, чтобы он был? Гулиза, я тоже хотел задать этот вопрос, но я не смог задать этот вопрос. Давайте, Хайс-канал. Второй вопрос у меня есть. Второй еще да, вопрос. конечно. Ну, давай, Гулиза, Мы же спортивные журналисты, должны быть много вопросов. Скажите, пожалуйста, вот у нас последние лет 6-7, может даже 10, очень популярно именно смешанное единоборство, да? Ну, до UFC добираются так вот, буквально пару человек, да? То есть, как вы считаете, вы следите, во-первых, за нашими бойцами, это раз. Во-вторых, как вы считаете, почему именно половина, если борется у нас в Кыргызстане, половина занимается ММА, да, получается? И как вы, по вашему мнению, почему у нас как бы мало бойцов, да? То есть, если вы следите, конечно. Ну, вообще, изначально у нас в Кыргызстане именно боевые единоборства, именно такой спорт, он всегда был номер один. И я сколько помню, вот сколько проходили турниры по боям, турниры по борьбе, всегда было гораздо больше народу, которые приходили смотреть, чем, допустим, тот же самый футбол или какие-то игровые спорты. То есть у нас это культура. И если говорить о ММА, то есть у нас есть федерация Кулату, которую основал Турузбеков Тимир Муканович. И эта федерация, то есть любой спортсмен, он может закончить институт физической культуры по специальности тренер по Кулату. То есть это уже о многом говорит. Ни одна страна, я думаю, по крайней мере, я не слышала о стране, где бы этот вид спорта, смешанные боевые единоборства, искусства, они были бы на государственном уровне. То есть это также показывает уровень, насколько наши спортсмены относятся очень серьезно именно к боям. Что касается по поводу спортсменов, я думаю, что самое главное, это путь уже проложен, открыт. И сейчас, в современное время, в современные дни, это гораздо легче сделать, чем, допустим, мой путь, который я прошла до UFC. То есть это было множество боев, множество тренировок, множество путешествий. Сейчас очень большой такой плюс – это интернет,
где боец, он может показывать себя как боец, как человек, какой у него интересный характер или как личность, что-то такое. И если, допустим, в UFC матчмейкеры замечают через интернет кого-то, то да, конечно, там уже идет, то есть координация между спортсменом, менеджером, тренером. И я считаю, что самое главное – это иметь цель перед собой и к ней стремиться и продвигаться. А уровень наших спортсменов по боям смешанным, он гораздо высокий. И как раз-таки Федерация ВЭФ показывает на каждом турнире, что бойцы очень достойного уровня.